Нуртилек Талантбеков – владелец авто с абхазским номером. Машину он приобрел буквально 2 недели назад. Недавнее обращение ГУОБДД и ГТС омрачило радость тех, кто купил недорогие и качественные автомобили в Абхазии. Машина была завезена примерно 15-20 дней назад. На данный момент сотрудники ГАИ останавливают и ставят авто на штрафстоянку. При этом ссылаются на то, что данные автомобили не являются товарами ЕАЭС, а потому находятся под таможенным контролем. Машина мне обошлась в $5000. Как правило, цена на такие машины на треть, а то и в половину меньше, чем аналогичные модели, но оформленные в Кыргызстане. Митингующие обратились к президенту Садыру Джапарову. Они отмечают, что нужно узаконить автомобили, которые уже ввезены в Кыргызстан. Водители возмущаются, что их никто не предупреждал о нарушении законов. Они сообщили, что среди них есть те, кто покупал машины за счет кредитов и кормят семьи, работая таксистами. Я приобрел машину за $8000, но не успел даже толком поездить на ней. На днях остановили сотрудники ГУОБДД, вызвали таможенников и поставили на штрафстоянку. Сегодня уже 5-й день. Посредством машины я зарабатывал себе на жизнь. Теперь лишился источника дохода и некому кормить семью. Мы сюда пришли не от хорошей жизни. Между тем, по информации таможенной службы, проверка и остановка автомобилей происходит из-за того, что не соблюдаются условия пользования временно ввезенными на таможенную территорию ЕАЭС транспортными средствами. Эти автомобили не являются товарами ЕАЭС и находятся под таможенным контролем. Временный ввоз транспортных средств Абхазии осуществляется преимущественно гражданами Республики Абхазия и в меньшей степени гражданами России. Подтверждающим временный ввоз документом является таможенная декларация транспортного средства и пассажирская таможенная декларация. В период нахождения на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства Республики Абхазия согласно статье 264 и 275 Таможенного кодекса ЕАЭС не должны передаваться по доверенности, их невозможно продавать или же передавать во владение, распоряжение или отчуждение. Согласно пункта 6 статьи 264 и пункта 2 статьи 275 Таможенного кодекса ЕАЭС, временно ввезенные транспортные средства должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта, лицо, осуществившее ввоз. С 16 марта ГТС совместно с Главным управлением Организации безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики проводят рейды с целью противодействовать незаконному ввозу и эксплуатации на территории Кыргызстана транспортных средств с регистрационными номерными знаками Республики Абхазия. С начала этих мероприятий под арест были взяты примерно 10 автомобилей, на которые отсутствовала или была просрочена временная таможенная декларация. Начальник ГУОБДД Тилек Исаев отметил еще одну проблему, связанную с машинами, которые возятся из Абхазии. Вопросы имеются не только по завезенным из Абхазии авто, но и с теми, которые ездят с армянскими или российскими номерами, потому что они не зарегистрированы на граждан Кыргызстана, и в случае нарушения водителями этих транспортных средств правил дорожного движения мы не знаем, кому отправлять квитанции об уплате штрафов. А на дорогах встречаются разные люди, и среди них есть те, кто эксплуатирует машины с номерными знаками других стран, при этом не соблюдают нормы и не берут в расчет камеры, фото и видеофиксации. Стоит отметить, на улицах все чаще можно встретить автомобили с абхазскими номерами. Машины чаще всего заезжают в Россию в качестве транспортных средств международной перевозки и после отправляются в Кыргызстан. Схема в последнее время получила широкое распространение. В первую очередь из-за того, что за нарушение срока временного ввоза не было предусмотрено никакой ответственности. Азамат Кенжешев, Эрнест Умиралиев, Нью ТВ.